Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. Давайте сделаем дуа за близких и родных, за всех знакомых, за друзей, за мирных и живых. Давайте сделаем дуа, что всем Аллах помог, тому, кто болен, беден, слаб, тому, кто одинок. Давайте сделаем дуа за тех, кто далеко, кому без родины своей на сердце нелегко, за тех, кто плачет каждый день от боли и обид, и у кого душа за нас, за мусульман болит. Прошу, Аллах живым, дай силы и укрепи иман. Пусть сердце зависть не коснется, а языка обман. От мук могильных и от страха мертвых защити. Прошу, могилы наших близких расширь и освети. Прошу, Аллах, тому, кто болен, даруй выздоровление, возможность слышать, говорить, даруй слепым прозрение. Есть те, кто вынужден считать последние гроши. Прошу, Аллах, проблемы этих бедняков реши. У тех, кого коснулась бедность отнюдь не кошелька, намного хуже положение, их участь нелегка. Кто беден сердцем и душой, тот, кто по вере слаб, твой самый бедный и больной, твой самый слабый раб. Нам в этом помощь всем нужна. Прошу тебя, Аллах, сильнее сделай нашу веру, любовь к тебе и страх. Всем одиноким помоги свою семью создать, и тем о детях, кто мечтает, прошу тебя их дать. Тем, кто в пути или на чужбине тоскует день и ночь по родине, друзьям и близким, терпением помочь. Прошу, Аллах, на этом свете пусть каждый человек от всех ошибок и пороков избавится навек. Прошу, Аллах, придай нам силы в наш предсмертный час. Прошу, Аллах, за всех людей, за каждого из нас. Прошу всем сердцем, о Всевышний, прими мольбу мою. Прошу, Аллах, дай встретиться с любимыми в раю. Рамадан идет к нам с благими вестями. Это и терпение, и вознаграждение за терпение. Это Коран, который был ниспослан в ночь Аль-Кадр нашему пророку Мухаммеду. Да помилует его Аллах и благословит. Мы должны как можно больше читать, слушать, рассуждать об откровениях Аллаха в этом месяце. Это дуа и искренние молитвы, которые обязательно будут услышаны Господом Богом. Рамадан – это очищение от всех вредных привычек и поступков. Давайте вспомним изречение пророка Мухаммеда. Нет надобности с утра до вечера не есть и не пить ради Аллаха, если ты не воздерживаешься от сквернословия. Пост должен способствовать усовершенствованию нашего благонравия и украшать его примерными поступками. Еще один хадис пророка гласит, что в этом месяце врата рая открыты настежь, а врата ада заперты наглухо. Этим доказывается, что в Рамадане творение благих дел облегчает душу, а дурных утяжеляет ее. Этот пост – возможность для нас привить хорошие привычки, зарядиться мощной энергией веры на целый год. Давайте в этом месяце все вместе поможем самому ближнему. Возьмем за руку того, кто нуждается в помощи. Накормим того, кто голоден. Давайте помолимся за своих родных, близких, за наш народ и страну, за себя и за весь мусульманский и тюркский мир. Молю Аллаха, чтобы этот Рамадан нам принес много радости и блага. Да, действительно очень важная составляющая в экономической дипломатии в нашем регионе, для Кыргызстана. Это, значит, развитие логистических возможностей, потенциалов, который обладает и наша страна, которая находится как раз на серединном маршруте. Это, соответственно, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения, Туркменистан, Азербайджан и далее Европу, через Грузию, в Турцию, а также в Иран. Вот. И здесь, конечно, значит, в логистических вопросах оперируют компании, которые, значит, сотрудничают и непосредственно с нашими, с кыргызстанскими, значит,
соответствующими субъектами в сфере логистики. Ну, в частности, Union Logistics подписал договор, к примеру, с железными дорогами Кыргызстана, с компанией. Соответственно, это, значит, увеличивает эффективность и возможности использования нашего транзитного потенциала. Ну а с вводом в перспективе, с постройкой участка железной дороги через Кыргызстан, конечно, логистические, транспортные возможности будут увеличены многократно, что принесет свой очень позитивный эффект, значит, для того, чтобы мы, находясь на транзитном маршруте Кыргызстан, так сказать, воспользовались всеми преимущественными выгодами, которые нам, так сказать, в географическом отношении имеются. Уважаемый Рамиле, расскажите вот о тех инициативах, в частности по, значит, подписанию договора с Кыргызской железной дороги по сотрудничеству, каким образом это открывает возможности для того, чтобы улучшить логистические возможности, имея в виду логистические возможности для товаров из Китая через Кыргызстан, через Узбекистан, далее Туркменистан, Азербайджан, Грузия и далее Европа. Очень, скажем так, новый маршрут, и ваша компания, она, в общем-то, является первопроходцем в этом направлении. И, соответственно, сотрудничество с Кыргызской железной дорогой, я думаю, это, значит, этот потенциал увеличивает, и наверняка это удешевляет и стоимость перевозки, и саму логистику, да, делает более такой, скажем так, перспективной, с учетом того, что через некоторое время, в ближайшее время, планируется постройка железной дороги, которая через территорию Кыргызстана, которая свяжет Китай через Кыргызстан, Узбекистан. И далее вот по маршруту, который я уже сказал. Расскажите, пожалуйста, об этом и, в общем-то, планы, перспективы на будущее. Компания Union Logistics уже 11 лет как занимается логистикой. Несмотря на в Азербайджане мы совсем малый срок, но несмотря на это мы достигли больших успехов. Вы и так осуществляете возможности доставки через Казахстан. Вот теперь сейчас через территорию Кыргызстана это один из альтернативных и очень перспективных, да? Да. Да, поскольку, значит, прогнозируют, что будет увеличение товаропотока, грузопотока в связи с тем, что, значит, через территорию Кыргызстана будет построена дорога, там планируется, что будет еще хаб, где, соответственно, будут переставлять вот эти вот с узкоколейки, так сказать, на наши стандарты, переобуваться, называется, да. И, соответственно, Кыргызстан в этой связи становится очень перспективным, поскольку вся железная дорога будет, так сказать, охвачена и проходить через территорию Кыргызстана как транзит. Вот. И то, что вы сейчас уже заключили договор вот, с Кыргызской железной дорогой, это как раз один из тех шагов вот, в стратегии, так сказать, освоения новых альтернативных маршрутов перевозки, перспективных. Это один из вариантов, это так называемый серединного коридора. Потому что, когда говорят серединный коридор, почему-то все подразумевают только транспортировку через Казахстан. Нет. В этом серединном коридоре там есть и Кыргызстан, и Узбекистан, и Туркменистан, ну, Азербайджан, и дальше, все кстати, туркоязычные государства. Да, и также, кстати говоря, и варианты транспортировки через Иран, поскольку Иран тоже может быть. Но я понимаю, что вот это направление, которое идет через тюркские государства, оно сейчас и новое, с одной стороны, и с другой стороны, вы уже начинаете апробировать, правильно, да? Да. Да, это выгодно. Ну, я как посол Кыргызстана считаю, что этот маршрут, он перспективный и очень выгоден, в частности, для Кыргызстана, потому что мы хотим использовать наш транзитный потенциал
не, так сказать, не впадая в зависимость от каких-то других государств, которые выше расположены у нас. В перспективе планируется открытие нового терминала на киргизско-китайской границе, что ускорит весь этот процесс. А также в мае мы начнем осуществлять автомобильные перевозки. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность министру транспорта Киргизской республики Тилеку Кербаеву, председателю таможенной службы Самет Исабекову, а также председателю таможенного комитета Азербайджана Шагину Багирову за транзит в Турцию, в Европу, а также вам, послу Киргизской республики, огромное вам спасибо за то, что вы поддерживаете нас, и я уверена, что это даст большой след в развитии транспорта, в развитии логистики. И еще ближе сблизить наши государства, будет способствовать развитию транспортно-логистических потенциалов. И я думаю, что мы, наверное, проведем какой-то круглый стол, который посвящен будет логистическим возможностям, именно который сейчас открывается в связи с этим новым маршрутом, который осваивает ваша логистическая компания Union Logistics. Желаю вам успехов и всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и содействие. По инициативе Министерства торговли Турции и Founder Club в Баку состоялся турецко-азербайджанский бизнес-форум. В нем приняли участие владельцы турецких компаний и азербайджанские бизнесмены. Выступивший посол Турции в Азербайджане Джахид Бакчи отметил, что в последнее время укрепилось сотрудничество между представителями деловых кругов двух стран. Другие выступившие также отметили, что организация подобных бизнес-форумов пойдет на пользу всем. Затем владельцы компаний встретились отдельно, чтобы обсудить свое сотрудничество и объявить о своих будущих планах двустороннего сотрудничества. Представитель компании Лязат Джахангир Гасанов сказал, что участие в таком мероприятии очень важно. Компания, которую я представляю, работает с 1995 года. Наша компания работает в двух направлениях, как по импорту, так и по производству. В настоящее время у нас около 7 заводов. Это фабрика пищевой промышленности «Лазат», фабрика по производству печенья и шоколада «Лазат», бройлерный комбинат, минеральные воды, фабрика по производству салфеток, фабрика по производству алкогольных напитков «Лазат». Все наши заводы расположены в Нахичеване. Помимо Азербайджана, мы экспортируем нашу продукцию примерно в 10 зарубежных стран. Наша цель сегодняшней встречи – получить большие возможности за счет укрепления двусторонних отношений. В то же время мы думаем уделить приоритетное внимание внешним связям, создав определенную сырьевую базу и извлекая больше пользы из таких встреч. Hal-hazırda həm Azərbaycan üzrə öz məhsullarımızın istehsalat və ixracatı ilə məşğuluq, həm də ki xarici ondan çox. Əhməd Əsevdə İdeal Sülhün Təbliği Fondunun prezidentiyəm. Верю в установление двустороннего сотрудничества и развитие этих отношений в ходе сегодняшних встреч. Конечно, такие встречи означают дальнейшее расширение бизнес-ассоциаций. У нас было сотрудничество с Турцией ранее. Теперь мы продолжаем наши форумы в новом формате и чаще. Деловое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном выйдет на новый этап, который будет еще больше расти и развиваться. Əvvəldən də bir işbirliyi var idi. Mənə elə gəlir ki, bizim bu tədbirimiz Türkiyə İxracatlar Məclisinin Azərbaycanda 27'ye yaxın iş adamıyla 27 владельцев компаний из Турции и около 200 наших предпринимателей принимают участие в этом мероприятии, проводимом нашей организацией совместно с Ассамблеей экспортеров Турции. Наша главная цель – увеличить возможности сотрудничества между Турцией и Азербайджаном и добиться расширения нашего сотрудничества. Я надеюсь, что мы скоро достигнем этой цели. К
Клиника Biology Тебабад в Баку – единственная клиника на постсоветском пространстве, которая лечит методами биологической медицины. Сегодня эта клиника способна выдержать конкуренцию с клиниками биологической медицины, функционирующими в Германии, Колумбии, Швейцарии и других развитых стран мира. Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев и съемочная группа программы «Мост дружбы» телеканала «Пирамида» в Азербайджане посетили эту клинику. Руководитель клиники Эльчт Ягубов дал подробную информацию о клинике. В клинике Biology Тебабад используются самые эффективные методы лечения биологической медицины. Клиника функционирует с февраля 2009 года, но подготовка кадров началась с 2001. В настоящее время в клинике работают врачи разных специальностей. Врачи Biology Тебабад, прошедшие специализацию в Германии и других странах, применяя в своей практике академические знания вместе с новыми знаниями, полученными в биологической медицине, добиваются значительных успехов в лечении болезней. Врачи постоянно совершенствуют свои знания и опыт в области биологической медицины. Профессионалы-специалисты по биологической медицине с мировым именем, приглашенные из Германии, Швейцарии, Колумбии, Бельгии, Италии, часто проводят тренинги и семинары, посвященные лечению трудноизлечимых болезней цивилизации, а также проводят мастер-классы по приему больных. Клиника оснащена новейшей аппаратурой, отвечающей мировым стандартам. Биологическая медицина – это современная медицина, направленная на самовосстановление нарушенных функций и самозащиты организма путем устранения причин этих нарушений. В настоящее время очень распространены хронические дегенеративные болезни, то есть заболевания, которые отличаются постепенным развитием и в академической медицине считаются неизлечимыми. Несмотря на достижения в медицине, развитие супертехнологий, число больных людей не уменьшается, а растет. В их лечении нет положительных результатов. Каждый год в развитых странах от сердечно-сосудистых и других хронических болезней миллионы людей среднего возраста теряют жизнь. Эпидемия этих болезней вызывает беспокойство во всем мире, в том числе со стороны ВОЗ. Они тяжелым грузом ложатся на семейный и государственный бюджет. Необходимость длительного, часто пожизненного использования лекарств для лечения этих болезней, их побочные эффекты и, самое главное, безуспешность консервативного лечения обусловили необходимость поиска других альтернативных методов терапии этих болезней. Поэтому во всем мире в лечении подобных заболеваний предпочтение отдается биологической медицине. Саморегуляция – это равновесие постоянно протекающих в организме биологических процессов. В результате различных длительно действующих факторов это равновесие нарушается, и в зависимости от индивидуальных особенностей развиваются различные хронические болезни. С точки зрения биологической медицины причиной заболеваний, то есть нарушения биорегуляции, является постепенное накопление в организме токсинов, изменение внутренней среды, переполненного токсинами организма и развитие в этой неблагоприятной среде различных патологий. Каждое заболевание в биологической медицине лечится воздействием на механизмы развития и причины, вызвавшие эту болезнь. Поэтому биологическая медицина – это всегда использование комбинированной терапии. Лекарства, используемые для лечения в биологической медицине, производятся в Германии. Эти препараты имеют натуральный состав, их дозировка и количество действующих веществ соответствуют дозам биологически активных веществ, которые управляют организмом человека. Поэтому эти препараты безопасны, не имеют побочных эффектов. Многие заболевания уже успешно лечатся без хирургического вмешательства средствами биологической медицины. Это грыжа спинного мозга, артроз, сколиоз, трофические и диабетические язвы, начальная гангрена, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов сердца. Тот, кто стражем сокровенных перлов тайны был, россыпь новую сокровищ в жемчугах раскрыл. На весах небес две чаши есть, и на одной чаше камни равновесия, жемчуг на другой. А двуцветный мир то жемчуг получает в дар из небесных чаш, то камня павшего удар. Отцом их стал могучий горный великан Кепяс, а матерью – стремительная, холодная и прозрачная река Ахсу. Миллионы лет Кепяс и Ахсу провели рядом друг с другом. Он в туманной вышине небес, она среди каменных ущелий,
у самого подножья великана. Миллионы лет длилось ожидание встречи, пока однажды не задрожала земля под ногами великана. Затряслись его каменные стены руки, и в одно мгновение взлетели в небо. А потом с ужасающей силой устремились вниз, в глубокое ущелье испуганной Ахсу. Так в один день родились 7 горных красавиц, одна краше другой. И среди них самая прекрасная — Гёй-Гёль. Озеро Гёй-Гёль необычно и уникально. Оно имеет дату рождения – 17 сентября 1138 года. Совсем как человек. В этот год сильное землетрясение, произошедшее в Гянже, разрушило значительную часть горы Кепяс. В результате образовалось множество озер, не 7, 19, и множество ключей, ручьев, речек. Самые крупные из озер – Маралгёль, Гарагёль, Зелигёль, Ордакгёль, Гюзгюгёль, Шамильгёль. И среди них, как бесценный бриллиант в ожерелье природных украшений, голубое озеро Гёй-Гёль. Гора Кепяс – господствующая вершина здешних мест. Высота этой горы – 3065 метров. Всюду, и на просторах высокогорных лугов, и под пологом горного леса рассеяны огромные каменные глыбы. Это остатки древнего Кепяза, память об исторических событиях XII века. Сегодня здесь тихо и спокойно. Территория заповедана. Это царство могучих орлов и стремительных кавказских туров. Гёй-Гёльский национальный парк был создан совсем недавно, в 2008 году. Но на самом деле это самая старая охраняемая территория республики. Первый в Азербайджане заповедник, Гёй-Гёльский, был организован именно здесь, в 1925 году. Расположен Гёй-Гёльский национальный парк на Малом Кавказе, в северо-восточной части Муравдакского хребта, в пределах абсолютных высот от 110 до 3065 метров.
Зимой озера Гюйгёльского национального парка замерзают, но не все и не всегда. И поэтому почти всю зиму возле заповедных водоемов держатся самые разнообразные животные – звери и птицы, цапли, утки, поганки, лысухи, оляпки, горные трясогузки. А на горных склонах Муравдакского хребта каждое утро ровно за 1,5 часа до восхода солнца появляются зимующие здесь зерноядные воробьиные птицы – дубоносы и зеленушки. Они прилетают сюда, чтобы полакомиться мельчайшими кусочками горных минералов. Минеральные вещества в питании любых животных играют важную роль. Для нормальной жизнедеятельности всем, в том числе и птицам, необходимы кальций, фосфор, натрий, калий, а также микроэлементы – марганец, железо, медь, кобальт, цинк. Все эти элементы содержатся в обычных растительных и животных кормах в недостаточном количестве, поэтому птицы обязательно должны получить специальную минеральную подкормку. Вот и летят они на удобный горный склон с известняковыми выходами. Пока леса на склонах Муравдакского хребта еще только пробуждается от зимней дремы, природа озера Гюйгёль уже спешит к весеннему солнцу. Лебеди-шипуны – белоснежные птицы, словно изысканное украшение восточной красавицы, подчеркивают необычнейшую красоту заповедного озера Гюйгёль. В весеннее пробуждение Гюйгёля
вплетаются брачные турниры задиристых уток Гоголей, крики ярких и нетерпеливых черношейных и малых поганок, погонышей и усатых синиц, неутихающие песни камышовок и древесных лягушек-квакш. Высокогорное озеро, как правило, зимой замерзает, и лебеди все-таки его покидают. Но белоснежные птицы улетят отсюда недалеко, на побережье Каспийского моря. Улетят, чтобы ранней весной вернуться и своим прилетом открыть еще одну, новую страницу бесконечной поэмы жизни, название которой «Гёй-гёль». Каждый уголок Турции уникален. Традиционные блюда, сладости, изделия, нравы и привычки. Что может быть лучше, чем окунуться на денек в жизнь маленького турецкого городка? Мы в Эскишехире, или, правильнее сказать, в старом городе. Ухоженный и компактный город в северо-западной Турции, заметим, согласно решению саммита глав тюркоязычных государств, стал культурной столицей тюркского мира 2013 года. В начале XIV века Эскишехир, или Старый город, был столицей молодого османского государства. В начале XX полем сражения греческих войск с армией Турции. В начале 21-го это студенческий центр страны и турецкая Венеция одновременно. Официально население Эскишехира около 650 тысяч человек. Но поскольку именно в этом городе расположился самый крупный университет страны и 4-й в мире, с сентября по май население города увеличивается вдвое. И это неудивительно. В университете ежегодно проходят обучение 880 тысяч студентов. Эскишехир очень компактный город. Центр его разделен каналами реки Посрук. Эта часть города называется Адалар, или в переводе на русский «острова». Каналы как бы выделяют в небольшие острова часть города, что в какой-то степени напоминает Венецию. Именно поэтому после реконструкции набережных в 2008 году здесь начали ходить венецианские гондолы. В выходные желающие прокатиться по каналам Эскишехира выстраиваются в очередь. Одна прогулка стоит 15 лир с человека. Адалар или острова – любимое место студентов. С утра до глубокой ночи здесь работают многочисленные кафе, рестораны и бары на любой вкус. Кстати, излюбленный транспорт здесь – велосипед. И это неудивительно. Город расположился на равнине, поэтому передвигаться на велосипеде не составляет труда. И по-студенчески дешево. Одун-Пазар – так называется исторический и туристический район Эскишехира. Отреставрированные здания 19 века, пекарни и лавочки мясников, мастерские – на каждом шагу история, мастерство и искусство, передаваемое из поколения в поколение. Оказывается, 70% жителей Эскишехира – это потомственные крымские татары. Поэтому именно это блюдо и стало визитной кулинарной карточкой старого города. Чебуреки здесь подают с пылу с жару. К ним подают также айран и, конечно же, большое количество салфеток. И на заметку, чебуреки в Эскишехире среднего размера, и мяса в них кладут не очень много, поэтому стоит заказать сразу 3 или даже 4 штуки. Seninle yollamasın aşk
merkezi Eskişehir'imizin Mihalıçık ilçesinden Kırgızistanlı kardeşlerimize buradan kucak dolusu Через вас передаю свои искренние пожелания кыргызстанцам. Нам необходимо укреплять наши братские дружбы. Пусть наши дружественные отношения будут вечными. Я приглашаю вас в гости. Мы всегда готовы вас встретить с особой теплотой и искренностью. В кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. В музее представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре.
Ниде.